господин министр спросил у директора музея, говорит, сколько дальность стрельбы? Давай зададим вопрос господину Евкурову. Ингушская делегация посетила главные достопримечательности Эр-Рияда. Впечатление от увиденного в нашем выпуске. Это не вопрос покупателя и продавца. Это значит вопрос целым органам власти. Оплату коммунальных услуг и необоснованные счета за газ обсудили в парламенте Ингушетии. Все, что ты делаешь и вкладываешь в детей, это, как говорится, возвращается. Уму-разуму научить, да еще и по своей уникальной методике. Вот такие условия для участия педагогов в престижном конкурсе. Кто отличился? Продукция у нас разная. У нас бетонные плиты, кольца и бетонные блоки. Как закалялась сталь на заводе железобетонных изделий, узнаем у Заримы Евлоевой. Производство обновлено и восстановлено. Возвращение к истокам. Фестиваль национальных культур России прошел в Политехническом колледже Ингушетии. Это новости 24. Добрый вечер. Древнейшая история, уникальные рукописи и редчайшие предметы быта. В рамках культурной программы делегация Ингушетии во главе с Юнусбеком Евкуровым посетила крепость Масмак и исторический центр имени короля Абдул-Азиза. Здесь имели возможность лично соприкоснуться с историей Аравийского полуострова. Хади Добреева расскажет подробно. В ходе экскурсии по старинному оборонительному сооружению, которую для почетных гостей провели министр торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджед Аль-Касаби и директор Национального музея ингушской делегации, рассказали подробно о крепости Масмак, которая является частицей исторического центра правителя Саудовской Аравии Абдул-Азиза. Это начало объединения Королевства Саудовской Аравии уже в третьем издании. الملك عبد العزيز رحمه الله المملكة العربية السعودية. Король-основатель Абдул-Азиз, когда упокоится его душа, он вошел в этот замок 15 января 1902 года и вернул себе город Эр-Рияд. То есть 114 лет тому назад. استغرق توحيد المملكة العربية السعودية 30 عام من بعد دخول الملك عبد العزيز رحمه الله إلى هذا. После этой даты вхождения короля Абдул-Азиза в этот дворец еще 30 лет он воевал для того, чтобы объединить королевство в том виде, который сейчас есть. Выстроена она была по указанию наследника трона принца Абдул-Рахмана ибн Сулеймана ибн Дабаана в 1865 году, считающимся периодом создания этой достопримечательности. Страной правил Мухаммед ибн Абдулла ибн Рашид. Это след той войны, того сражения 1902 года, когда они штурмовали этот дворец. В 1902 году это здание было завоевано основателем государства. Оборонительное сооружение построено в виде прямоугольника. Углы крепости Масмак оборудованы 4 сторожевыми башнями. Высота каждой из них составляет 18 метров. В 1914 году 15 тысяч жителей всего населения. الرياض الآن أكثر من 85 كيلو في 90 كيلو. Сейчас площадь 80 километров на 90 километров. سكانها الآن تقريبا حوالي 7 مليون. Население примерно 7 миллионов. هي أكبر عاصمة ومدينة تقريبا مساحة في الشرق الأوسط. И самая большая столица по площади территории на Ближнем Востоке. ويلاحظ فخامته هنا في نخل. Если вы обратили внимание, هي الرياض جمع روضة مكان اللي пальмовые рощи, потому что Рияд переводится рауда как сад. Во внутреннем дворе крепости в Эр-Рияде располагается мечеть, смотровая башня и колодец. С 1980 года сооружение претерпело восстановительные работы и было превращено в музей. Сегодня крепость представляет собой одну из наиболее привлекательных достопримечательностей для туристов.
Как вы видите, на كل هذا هي севере الدولة السعودية Ирак, الأولى. запада Иордания. Все это было первое королевское государство. الدولة السعودية الأولى كانت عاصمتها الدرعية، الدرعية هي مدينة الآن من الرياض. И столицей этого первого саудовского государства была Дар'ия, которая расположена под Риядом. وانتهت الدولة السعودية الأولى عام 1818. И первое саудовское государство было уничтожено в 1818 году. بعد ذلك انتقل الأسرة المالكة السعودية إلى الرياض وأقاموا الدولة السعودية الثانية. И после этого династия саудитов, они переехали из Эр-Рияд и создали второе саудовское إلى государство. عام 1885. И это просуществовало до 1885 года. وتم بناء هذا المبنى عام 1865 خلال الدولة السعودية الثانية. И это вот как раз дворец был создан во время второго саудовского государства в 1865 году. Рассматривая различные предметы быта и оружия, Юнусбек Евкуров продемонстрировал свои знания военного дела. Господин министр спросил у директора музея, говорит, сколько дальность стрельбы? Давай зададим вопрос господину Евкурову. 200 метров. Нарезной, 200 метров. А, нарезной? Нарезной. Нарезной? Да, нарезной. Но они для противника на дальность оружейного выстрела не подходили ближе. 200-300 метров того. А у него нарезной. А это нарезной дело. В историческом центре имени короля Абдул-Азиза глава региона посетил комплекс, в котором хранятся фотографии, предметы декоративно-прикладных промыслов, видеоматериалы и мультимедийный театр, рассказывающие об истории и жизни Саудовской Аравии, уделяя особое внимание жизни основателя страны. Это как раз чернильница и ручка, ну, перья, которые Мы прямо деревяшка. в школе застали такие, но свои чернильницы, когда писали вот такими ручками. В комплекс также входит Национальный музей Саудовской Аравии с большой коллекцией рукописей, документов и других исторических предметов. Музей Дараат Аль-Малик, библиотека, аудитория, мечеть и сады. Своеобразным музеем является и расположенный здесь же дворец-крепость Мураба, построенный королем Абдул-Азизом в 1946 году как резиденция с выставками традиционной одежды и ремесел. Вот такие здания. Также делегация Ингушетии побывала и в выставочном центре, где глава республики Юнусбек Евкуров оставил памятную запись в книге почетных гостей. Руководитель региона отметил, что подобные музейные проекты очень важны для подрастающего поколения и многомиллионных туристов, которые с большим интересом знакомятся с историей Саудовской Аравии. Это мы называем в простонародье горы, то есть обтесенный камень для хранения воды. Делясь впечатлениями, глава отметил, что прием делегации Ингушетии оказан на высочайшем уровне. Хади Добреева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Во дворце короля Сауда прошла встреча главы Ингушетии с министром по вопросам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия, доктором Мухаммедом Салихом бен Тахиром Бинтаном. Во встрече участвовали председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев, сенатор Билан Хамчиев, министр экономразвития Малат Таршхоев, известный предприниматель Муслим Парагульгов, представитель духовенства республики. Доктор Мухаммед Салих бен Тахир Бинтан, открывая встречу, приветствовал Юнусбека Евкурова и представителей ингушской делегации. Он отметил, что организация хаджа и умры у них находится на особом контроле, и они готовы поддержать и сотрудничать в этом вопросе и в дальнейшем. Глава Ингушетии выразил огромную признательность за прием, оказанный ингушской делегации. Также обсуждались вопросы организации мероприятий хаджа на последующие годы. В частности, вопросы комфортного пребывания на местах и передвижения наших паломников. Ну и также оказание им медицинских услуг. После встречи Юнусбек Евкуров подвел итоги с его высочеством королем, хранителем двух святынь Сальманом бен Абдель-Азизом Аль-Саудом. Как вы знаете, мы считаем своей обязанностью, как королевство Саудовской Аравии, оказать
услугу всем верующим, которые приезжают в святые места Королевской Саудовской Аравии для хаджа. Встреча дает сегодня повод и позволяет сегодня сделать вывод, что нас здесь встречают на самом высоком уровне. Это внимание связано в первую очередь добрыми, хорошими отношениями непосредственно короля к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, и это уважение к нему, и к нашей великой стране России. Мы это понимаем, мы это подчеркиваем бесспорно. И одним из важных моментов, конечно, это уважение к нашему народу, к народу Ингушетии, к целым мусульманам России. Почему? Потому что король на встрече об этом и подчеркивает, что мне очень важно, чтобы ежегодно посещаемые паломники двух святых мест были довольны организациями и проведением паломничества, как хаджа, так и умры. На этой встрече я зачитал устное послание Владимира Владимировича Путина королю с благодарностью, связанной и с хорошими отношениями, и с налаживанием этих отношений, и продолжением интересов, чтобы эти отношения укреплялись в дальнейшем, и с благодарностью за то, что ежегодно с теплотой и более чем организованно принимает наших паломников для совершения хаджа. Это послание передал, и король, в свою очередь, тоже устно передал нашему главе государства свое послание. Попытка установить памятник Сталину в Сургуте стала одной из обсуждаемых тем на заседании Народного собрания Ингушетии. Бюст демонтировали, но сам факт не имеет никакого оправдания, учитывая количество жертв бесконечных сталинских репрессий. Парламентарии подготовили обращение к властям Сургута. Еще одной темой совещания стали счета и оплата за потребляемый газ. Индира Манкиева продолжит. Прозрачные отношения между поставщиком и потребителем. В частности, вопрос касается газовой службы республики. Как отметил сегодня председатель парламента Делимхан Евлоев, у жителей республики много вопросов и жалоб именно по этому поводу. Проблема давно наболевшая, и поэтому спикер парламента поручил профильному комитету заняться этим на должном уровне. С одной стороны, необоснованные счета за газ, с другой – неоплачиваемые долги. Депутаты со своей стороны должны сделать все необходимое, чтобы наконец-то развязать этот узел. Развязать его нужно, потому что работники газовых служб говорят, что население республики не платит. Население на всех встречах, проводимых депутатами Народного собрания, как и во время избирательных кампаний, и сейчас, в поствыборный период, жалуется, огромный поток жалоб поступает в адрес депутатов Народного собрания. Если вопрос уже приобретает такой большой общественный резонанс, значит, это не вопрос покупателя и продавца. Это, значит, вопрос в целом органов власти. И хотелось бы все-таки довести в целом информацию до и руководства Межрегион и Пятигорск. Думаю, что и высшая информация довести о том, что население республики платит, население республики законопослушно. Стоит отметить, что прошлый 5-й созыв по этому поводу проводил своего рода депутатское расследование, однако возникшей ситуации окончательной точки так и не появилось. Спикер парламента отметил, что на этот раз ждет от депутатского корпуса конкретных предложений и решений. Есть поле для работы и для правоохранительных органов. Но это как бы предвосхищает эти слушания, парламентские наши слушания. Но по итогам парламентских слушаний будут конкретные рекомендации. И, пользуясь случаем, обратился сейчас к депутатам, председателям комитетов Народного собрания, заместителям председателя Народного собрания. Все-таки в комитетах вы этот вопрос еще раз обсудили. Мы бы хотели получить от депутатов Народного собрания конкретные рекомендации и предложения. Не то, что там кто-то что-то сказал, а конкретные рекомендации по итогам рекомендаций, какие решения мы должны будем с вами принимать.
Еще один важный вопрос обсудили сегодня на заседании Совета. Это попытка установить в Сургуте памятник Иосифу Сталину. Сталинисты рискнули пойти на этот шаг без разрешения властей. В итоге бюст вождю был в скором времени демонтирован. Однако, несмотря на это, сам факт подобного действия в Народном собрании признают неприемлемым. Сталинским репрессиям до сих пор нет ни оправдания, ни прощения. И в связи с этим парламентский комитет по местному самоуправлению и национальной политике подготовили обращение к властям Сургута. Кроме того, циничность всей этой ситуации состоит в том, что рядом с Сургутом находился печально известный сталинский ГУЛАГ, где массово гибли люди. Это печально, циничность еще в том, что жители Сургута накануне собрали деньги, чтобы установить памятник жертвам политических репрессий. Именно на том месте они и установили бюст Сталина. Но этим еще история не закончилась. Дело в том, что 30 октября, как я уже сказала, как и в других регионах страны, в Сургуте прошел митинг, посвященный памяти жертв политических репрессий. И здесь сталинисты Сургута устроили самый настоящий демарш. Меня лично вызывает это тревогу, и думаю, что мы должны этому явлению противостоять. Спасибо. 13 коренных народов Советского Союза были депортированы в холодные степи Сибири и Казахстана. Тысячи людей стали жертвами политических репрессий. Сегодня руководство вовсю работает над тем, чтобы смягчить эту боль, но подобные действия только с новой силой ее разжигают. Без сомнения, ситуацию с такими провокационными действиями нужно решать незамедлительно на надлежащем уровне. Индира Манкива, Рахман Цуров. Новости 24. Победителей конкурса «Лучший учитель образовательных организаций России» сегодня награждали в Минобре Ингушетии. Отличились 6 педагогов. Специальная экспертная комиссия отбирала претендентов по 2 главным критериям – результаты учебных достижений и внедрение собственной методики. Все подробности у Светланы Томовой. Этот день сегодня волнителен для всех присутствующих в зале преподавателей. Лучшие из лучших получат дипломы и денежные премии, а самое главное – признание от правительства России за достигнутые успехи в педагогической деятельности. Малика Горданова, член экспертного совета конкурса, отмечают – победили лучшие из лучших. Мы оценивали равнозначно по баллам все критерии, но, на мой взгляд, очень важно то, что успехи обучающихся, их достижения под руководством педагогов. Ну и какие-то свои методические приемы в работе, которые позволяют учителю достичь высоких результатов в работе. По словам руководителя регионального Минобра Владимира Трубицына, за последние 10 лет реализации проекта в нашей республике на федеральном уровне было поддержано 257 и региональном 44 лучших ингушских педагога. Премии за эти годы получил 141 преподаватель. Эти стимулы позволяют все больше и большему вовлечению в эти конкурсные мероприятия наших замечательных учителей и также такую же прекрасную, замечательную молодежь. А чем больше они проявляют себя на этих конкурсах, тем для нас приятнее, что у нас поле талантливых людей растет. Это, наверное, самый лучший показатель, самое лучшее достижение в нашей работе. Приоритетная поддержка качества образования и внедрение в массовую практику новых подходов. Именно на этом и делается акцент в национальном проекте конкурса. Отбирали лучших по 7 критериям, в числе которых высокие результаты учебных достижений и наличие собственной методической системы учителя. Возглавила совет экспертов кандидат филологических наук Татьяна Жеребила. В этом году я решила, что уже надо перейти на новую ступень требований, да, и уже буквально по каждой папке были изложены особые замечания и особое мнение. Правда, члены комиссии имели право поддерживать мое мнение, имели право не поддерживать. Они тоже, в свою очередь, вынесли определенное решение по каждой папке. Но получилось то, что получилось. И вот самый волнительный момент для финалистов конкурса – награждение. Цурова Зина Тагировна, учитель английского языка Государственного автономного общеобразовательного учреждения, гимназия номер 1 города Назрань.
Зина Цурова – одна из 26 участников конкурса. Сегодня этот день волнителен для нее особенно, ведь в итоге она оказалась в числе 6 финалистов. Зина преподает английский язык уже 24 года. Это не первый ее конкурс, правда, самый значимый, отмечает учитель. Ощущение, конечно, радости, удовлетворенности. И еще раз открывается второе дыхание, и ощущаешь, что все, что ты делаешь и вкладываешь в детей, это, как говорится, возвращается. Такие конкурсы только стимулируют преподавателей на еще большие достижения, отмечают финалисты. Для педагогов самое важное, чтобы их работу заметили и оценили по достоинству. Светлана Томова, Сулумбек Аздоев. Новости 24. О вопросах взаимодействия Управления Федеральной службы исполнения наказаний с аппаратом уполномоченного по правам человека говорили на заседании Общественного совета при главе Ингушетии. Речь идет об организации воспитательной и социальной работы с лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Кроме того, здесь затронули вопросы создания на территории республики исправительного центра, так как с 2017 года вводится соответствующая мера наказания – принудительной работы. А для этого необходим такой объект. Здесь же в состав Общественного совета приняли нового члена. Теперь в вопросах организации воспитательной и социальной работы с осужденными лицами в составе совета будет принимать самое активное участие заместитель начальника управления ФСИН по Ингушетии Магомед Абуев. Как уполномочен по правам человека ко мне обращаются, больше всего обращения идут какого характера? Просят ходатайствовать, чтобы перевели родственников, отбывающих наказание за пределами республики, чтобы ближайший регион. Если будет на территории республики создана исправительная колония, это, я считаю, очень большой успех. В том плане, что и отбывающим наказание, это и родственникам отбывающего наказания, это была бы большая помощь. То, что касается исправительного центра, это, вот, как я сказал, действующее законодательство. Его надо исполнять, и я думаю, на территории республики будет создан вот такой центр. В правительстве Ингушетии прошло заседание с участием руководителей государственных ведомств и представителей муниципальных образований. Участники встречи обсудили вопросы реализации майских указов президента России, рассмотрели проекты нормативных правовых актов Ингушетии, а также план организации праздника в День народного единства. Залина Магушкова обо всем подробно. В первую очередь участники заседания подвели итоги реализации в Ингушетии приоритетных направлений госполитики, так называемых майских указов президента России. На повестку дня вынесено 3 указа, связанных с обеспечением граждан комфортным и доступным жильем, повышением качества жилищно-коммунальных услуг. Здесь также прозвучал доклад о состоянии ингушского инвестиционного климата. В рамках улучшения инвестиционного климата в Республике Ингушетия за период январь-сентябрь 2016 года проведены мероприятия по оказанию государственной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные проекты. Предоставлены земельные участки из состава промышленной площадки сельского поселения Альюр инвесторам на реализацию инвестиционных проектов. Это производство чая ООО «МИК», строительство кирпичного мини-завода производительностью 1 миллион штук в год ООО «СХК». Используются механизмы государственной поддержки, такие как микрофинансирование, субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Председатель правительства Абубакар Мальсагов в свою очередь призвал Минэкономразвития тщательнее следить за тем, насколько целесообразно инвесторы используют предоставленную им землю и льготы. На заседании также рассмотрели 4 проекта нормативных правовых актов республики. Один из них касается установления коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2017 год. Дагестан устанавливает 2,3, Чечня устанавливает 2,35. Корочайший вес 1,9. Мы средний взяли 2,2. Они в этом году должны принять закон, чтобы действовал не на 2017 год. В принципе, вместо 2000, это 3996. В принципе, это небольшая сумма, год один раз оплачивается. Всеми деталями проведения предстоящего праздника Дня народного единства вне повестки заседания с участниками встречи поделилась зампредседатель правительства Медина Гойгова. По нашему плану торжественное шествие стартует 4 ноября, это пятница. Поэтому для удобства всех мероприятие официально начинается с 14:30, это с момента сбора населения. 15:00 шествие у нас уже начинает свое движение от площади Согласия
до Дома культуры города Назрани. Приблизительно время прохождения у нас займет около получаса. Как только мы подходим к площадке Дома культуры, Министерством культуры совместно с Миннацем будет организован праздничный концерт. А в завершении заседания 3 городам республики Карабулаку, Малгобеку и Магасу представитель регионального управления Ростехнадзора торжественно вручил паспорта готовности к отопительному сезону. Залина Могушкова, Ахмед Парчиев, Новости 24. В детском оздоровительном лагере Эрзи впервые стартовал осенний-зимний заезд. Ученики начальных классов вместе со своими преподавателями переместились в горы, где и проходят сейчас школьные занятия. Этот проект является пилотным. Уроки в обычном режиме, просто больше творческих, развивающих дисциплин. Ну а форма одежды при этом свободная. Залина Могушкова подробно. Раньше уроки с видом на горы могли себе позволить разве что учащиеся Джерасской школы. А сейчас сунжинские и карабулакские школьники, сменив привычную обстановку, сами узнали, каково это учиться в условиях горного чистого воздуха. Здесь дети учатся и общаются со своими одноклассниками на протяжении всего дня. Преподаватели отмечают, во многом благодаря этому они идут на опережение школьной программы. Очень хорошо здесь идет учеба. Дети занимаются больше, чем бы мы занимались в школе. Очень хорошо здесь. После завтрака занимаемся. Объясняем новые темы, потом отдохнули дети, потом идет закрепление у нас. На обед сходили, опять у нас что-то есть. Здесь очень много занимаемся внеклассной работой. Детский оздоровительный лагерь Эрзи в этом году принимает детей в осенне-зимний сезон впервые. Школьные занятия здесь проходят в обычном режиме. Правда, детям не нужно ходить в строгих костюмах с галстуком. Возможно, поэтому они чувствуют себя здесь практически как дома. В школе надо правила свои делать, но тут тоже есть свои правила. Больше всего мне нравится, что мы не отошли от уроков, то, что мы пришли в этот лагерь, не сложа руки. И мы тут идем на разные кружки, иногда нам показывают представления. В лагере Эрзи открытие осенне-зимнего сезона стало возможным с появлением нового корпуса, который сдали в эксплуатацию этим летом. Первый заезд учащихся начальных классов состоялся 22 октября. Здесь они пробудут 3 недели. Самых младших первоклассников, которые хотели забрать домой, думают, что они скучают по дому. Но детишки отказываются. Отказав, родители с удовольствием тоже изъявили желание, говорят, мы с удовольствием остались бы здесь, если была такая возможность. Дети как-то здесь чувствуют себя комфортнее, проще. Они как-то, знаете, как бы вам сказать, занимаясь уроками, они выглядывают из окон, смотрят на эти башни, красивые пейзажи. Видимо, их вдохновляет это, я не знаю, но по вопросам они очень довольны. Шахматы, шашки, теннис, веселые старты, интеллектуальные игры, патриотические занятия, ну и рисование. В общем, свободного времени для безделья даже после уроков у ребят просто нет. Радима Евлоева сейчас трудится над рисунком, который она собирается сдать на конкурс, проводимый в лагере. Девочка предпочитает отображать окружающую природу, ведь лагерь находится в самом красивом месте Ингушетии. Но можно делать уроки здесь, и не надо ходить в школу далеко, чтобы учиться. Здесь мне очень нравится. Мы иногда здесь же ходим в поход, и конкурсы у нас бывают. Дети проводят время как в здании, так и на улице, когда погода позволяет. В последние дни в горах радовало солнце, поэтому дети уже успели сходить на экскурсию к древним башням. Впрочем, в развлекательной программе каждый день что-то новенькое. К примеру, сейчас для детей выступает творческий коллектив эстрадных артистов, под зажигательные песни которых дети тут же пускаются в пляс. Всего в рамках осенне-зимнего периода намечается еще 2 заезда, которые продлятся до 20 декабря. За это время здесь смогут отдохнуть около 400 учащихся начальных классов. Этот проект пока пилотный. Дальше идея зимнего отдыха в горах будет постепенно развиваться. Залина Могушкова, Рамзан Миржоев, Новости 24.
50 тысяч кубометров продукции в год планируют выпускать на обновленном заводе железобетонных изделий. Его реконструкция завершилась пару месяцев назад. Завезли современные установки, работа закипела, трудятся здесь в 2 смены. Товар со знаком «Сделано в Ингушетии» порадует не только местных потребителей. Репортаж Заремы Ивлоевой. Все начинается именно здесь. Первый этап – это приготовление бетона, главного ингредиента всей продукции завода. В процессе реконструкции здесь были закуплены современные бетоносмесительные установки, каждая из которых в течение 3 минут готовит 1 кубометр бетона. В каждой установке вот свои 3 отдельных бункера, в которые грузится щебень, песок, любые фракции, которые необходимы для того, чтобы произвести бетон. Или раствор, или товарный бетон, или на вибропресс для бордюров, для тротуаров. Для каждой продукции бетон должен быть определенной марки. Умная программа распределяет необходимое количество смесей и позволяет, не выходя из кабинета, курировать процесс работы. Ну а дальше готовый бетон поступает в цеха. Как вы сейчас видите, это подающая тележка. В ней уже готовый бетон. Подается, сейчас он будет выгружаться в вибропресс. И вибропресс уже будет производить продукцию. Сейчас рабочие заняты производством бордюров. Процесс напоминает игру в песочнице. Специальная машина прессует бетон формы и получается готовый бордюр. Но это, конечно, легко только на первый взгляд. Готовые формы на 8 часов отправляют в пропарочный склад. Этот цех отвечает не только за изготовление уличных бордюров, но и за тротуарные бордюры, брусчатку и многое другое. Прессованный материал считается продукцией высокого качества, что демонстрирует сам директор завода. Сердцем завода считается формовочный цех. Здесь трудится около 20 человек. Сейчас идет процесс формовки плит, который используется в строительстве для перекрытия этажей чаще многоэтажных домов. Продукция у нас разная. У нас бетонные плиты, кольца и бетонные блоки. Плит мы можем сделать 4 дорожки в сутки. Это в среднем около 60 плит. После того, как процесс формовки завершен, каждая плита проходит процесс пропаривания, который длится 24 часа. Во время прогрева температура доходит до 70 градусов. На вторые сутки лаборанты проверяют каждую плиту на соответствие техническим требованиям. А потом дело остается только за маркировкой. Вот, например, сейчас я делаю маркировку плит перекрытия. ПБ у нас обозначает плита безопалубочная. Здесь размеры 63, 6, 30 – это длина плиты, 1,20 м ширина, 8 у нас расчетная нагрузка. То есть плита рассчитана на 800 килограмм силой метр квадратный. А 30 – это марка бетона, 30 – это, соответственно, марки 400. Ну и последний – механико-арматурный цех. Если 2 предыдущих отвечали за бетон, то здесь все связано с железом. Из металла местные мастера, благодаря новейшим технологиям, могут, как говорится, сделать все от цветка до металлической сетки для стяжки бетона. Также в этой кузнице чинят все, что вышло из строя на заводе. Помимо обслуживания собственного предприятия, цех готов принимать и внешние заказы. Дальше по цеху идет разделение арматурного. Это называется, раньше арматура называлась, а сейчас мы там станки поставили, проволочно-отрезной, проволочно-натяжные станки, станки готовы, точные сварки, ножи для резки металла, гладкой и плоской арматуры. Рабочие трудятся в 2 смены. Завод непрерывно работает с 8 утра до часу ночи. Специалисты оценивают мощность нового предприятия в 50 тысяч кубометров продукции в год, реализовывать которую планируют по всей России. Зарема Ивлоева, Рахман Цуров. Новости 24. 19 ноября в Москве фонд «Солидарность» проведет благотворительный аукцион. В качестве лотов – сувениры, картины и ценные книги из подарочного архива главы Ингушетии стоимостью от 3 до 80 тысяч рублей. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся семьям. А таких на учете у фонда более 1000. Слово Индире Манкиевой. Различные вазы, панно, изделия из дерева, хрусталя и камня, картины и книги. Всего 43 экспоната подготовил фонд «Солидарность» на открытый благотворительный аукцион, который состоится 19 ноября в Москве. Это все подарки, полученные главой нашей республики на различных торжественных мероприятиях и встречах. Основными из лотов являются меч, копия меча князя Довмонта. Меч был изготовлен в 13 веке. И до сих пор настоящий меч, оригинал, хранится в Псковском музее. История меча такова, что псковичи после смерти князя Довмонта
передавали мяч его тем, кто занимал его должность, то есть князьям и псковским князьям. Также имеется копия корабля Франца II, тоже это является основным из лотов. Ну и разные такие сувенирные, серебряные монеты, кубки. У фонда на этот аукцион большие планы. На нем будут представлены экспонаты стоимостью от 3 до 80 тысяч рублей. На вырученные деньги фонд собирается помочь остронуждающимся жителям республики. Скольким семьям получится в итоге оказать поддержку, пока сказать трудно. Если в одном доме нужно всего лишь установить окна, то другим семьям попросту негде жить. А значит, в каждом случае помощь потребует различных материальных расходов. Мы планируем выручить на благотворительном аукционе, по нашим прогнозам, это около 2 миллионов. Вот так. Все вырученные средства пойдут, конечно же, на благотворительность, на нужды малоимущих семей. Мы стараемся и охватить те нуждающиеся семьи пригородного района. Здесь тоже нашим фондом оказывается поддержка. За период нашей деятельности семьям из пригородного района было оказано около 13 семьям поддержка. Это и улучшение жилищных условий, и оказание помощи детям-инвалидам с выездом на иногородное лечение. Стоит отметить, что нынешний аукцион не первый глава региона в этом году уже жертвовал фонду свои вещи. На прошлом аукционе «Солидарность» выручила за них более 1 миллиона рублей. И на данный момент с привлечением средств фонда в республике строится 8 домов для малоимущих семей. А всего на учете у благотворителей состоит более 1300 семей. Но в первую очередь фонд оказывает помощь тем, чье материальное положение особенно болезненно. Индира Манкива, Гапур Чахкиев, Новости 24. Фестиваль национальных культур России прошел в Ингушском политехническом колледже. Это яркое мероприятие приурочили к празднованию Дня народного единства. Участвовали студенты из 10 регионов. Помимо презентации, народного танца, демонстрации быта и культуры, здесь же была представлена обширная национальная кухня от первых блюд до десертов. Репортаж Мадины Пугоевой. Приветствие, видеопрезентация, национальный танец и песня на родном языке. Каждый из элементов выступления знакомит зрителя с культурой народов, проживающих в России. Участники мероприятия проделали колоссальную работу по изучению их национальных особенностей, быта и традиций. Я пою татарскую песню. У меня, конечно, это акценты, но я начала готовиться 2 недели назад, и после занятий мы репетировали. И после занятий, когда я приходила домой, тоже репетировала, пела. И это, конечно, не мой язык, но я не понимаю, что там, но я выучила ее. Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Якутия и не только зрители и гостей мероприятия со сцены знакомят с культурой 10 народов России. Выступление участников фестиваля не оставило равнодушным даже самого привередливого зрителя. Понравился русский танец, как они танцевали. Девочки хорошо смотрелись. Понравилась Кабардино-Балкария. Тоже красиво танцевали. Костюмы были красивые. Эти ребята представляют республику Кабардино-Балкария. Начинающий вокальный исполнитель Султан Тирхоев решил исполнить песню про родину на кабардинском языке. Найти текст было очень трудно, поэтому мы сами прослушивали, писали слова на слух. Поэтому, я думаю, было все похоже, хорошо. Надеемся, что мы выиграем. Вместе с Султаном Тирхоевым на сцене Ингушского политехнического колледжа выступают и его одногруппники, которые показывают кабардинский парный национальный танец. Марина Визижева признается, что больше всего во время выступления боялась оступиться, поскольку даже наряд девушки принес ей немало хлопот. Очень тяжело в нем танцевать. Он такой тесный, длинный, и особенно когда в нем танцуешь, он вечно лезет под ноги, и тяжело бывает в нем передвигаться. Бурными овациями и несмолкаемым браво встретили зрители команду, представляющую Республику Башкортостан. Такого признания и оценки они смогли добиться за счет световых эффектов, динамичной музыки, дымовой завесы, которая украсила выступление, а также участия в танцевальном номере парней, что для нашей молодежи особая редкость. Мы очень волновались, переживали. Мы сделали все правильно, хорошо.
Классно. Организаторы мероприятия уверены, этот фестиваль стал самым настоящим примером единства народа в России. И только прививая молодежи любовь к чужой культуре и национальности, можно быть уверенным в том, что толерантность и взаимоуважение между представителями разных народов никогда не иссякнет. То, что мы вызываем у них чувство гордости за национальность, которую они представляют. Ведь изучая культуру другого народа, мы поневоле входим, как бы прививаем им дух той национальности, которую они представляют. А зная культуру, традиции, обычаи людей, естественно, мы уже совсем по-другому к ним относимся. Тем более, если мы можем еще и говорить на языке этих народов. Яркое и зрелищное шоу, которое показали учащиеся Ингушского политехнического колледжа, приятно удивило и гостей фестиваля, приехавших к нам из соседних республик. Когда мы узнали, что все республики представляли студенты вашего же колледжа, это, конечно, было просто великолепно. Мы не ожидали и действительно думали, может быть, откуда-то приехали к вам в гости. Настолько все вот продумано, и костюмы, и презентации. Для нас было очень приятно видеть, как тех ребят, которые танцевали и пели русские народные, так и просто зажигалки девочки, которые показывали Дагестан. Но это просто супер! Но на этом фестиваль национальных культур России не закончился. Дальше, как говорится, интереснее. В соседнем зале гостей праздника ждал приятный сюрприз. Столы доверху набитые разными угощениями, блюда исключительно национальной кухни различных народов России. Это запеченная рыба по-калмыцки, это котлеты, это суп махан, также салат нур и салат степной. Блюда, приготовленные участницами фестиваля, смогли попробовать все. Впрочем, по традиции, первыми за стол угощения садятся старшие, чтобы не просто оценить кулинарные способности девушек, но и впервые в жизни познать вкус национальной кухни других народов. Просто, наверное, не получится попробовать все эти блюда, но один их вид аппетитный говорит о том, что дети старались, студенты наши старались, и они просто оставили нас в восхищении. Самые вкусные блюда разных народов России и настоящее ингушское гостеприимство оставило у гостей праздника незабываемые ощущения. Этот фестиваль стал для студентов не просто возможностью раскрыть свои таланты во всей красе, но и окунуться душой и телом, танцами и национальной кухней в глубину культуры братских народов России. Мадина Пугоева, Рамазан Зурабов, Новости 24. Беседы о самом сокровенном, начиная от тонкостей выполнения религиозных обрядов до способов решения бытовых проблем по канонам ислама. Все это доступно на волне 88 FM. Религиозные программы на радио НТРК Ингушетия популярны и авторитетны во многом благодаря образованным, а главное знающим ведущим. Репортаж Амины Боковой. 24 часа в сутки Национальное радио радует своих слушателей разнообразным контентом на волне 88 FM, не только развлекательными программами и новостями. Особую роль в этом списке занимают религиозные передачи. Ведущий одной из них Ахмед Тангиев, выпускник Йеменского исламского института, бывший заместитель муфтия Карелии. На радио работает всего 1,5 года. Стать ведущим, признается Ахмед, он хотел уже давно. Ведь для человека с исламским образованием пропагандировать людям правильное толкование ислама важнее всего. А телевидение и радио для этого самое лучшее и доступное средство. Наша цель – довести правильное понимание, то есть распространить знания и дать правильное понимание людям об исламе. И вот это наша цель. Я думаю, мы определенно доводим до людей, и очень часто, допустим, я встречаю людей, которые говорят, вот мы думали, что хадис, допустим, определенный имеется в виду там один смысл, оказывается, там заложен другой смысл. Весь эфир на Национальном с 12 до 14 посвящен только религиозной тематике. Передача, которую ведет Ахмед, называется «Толкование Тафсира». В эфире ведущий читает аяты, зачитывает перевод и толкование к ним. Нередко после эфира на его телефон приходит множество звонков и сообщений от радиослушателей. Без ответа Ахмед старается не оставлять ни одного вопроса, а самый интересный даже зачитывает в эфире своей программы. Вопросы от слушателей, кстати, поступают самые разные, начиная от правильного выполнения религиозных обрядов и заканчивая семейными спорами. Был звонок, когда женщина позвонила и рассказала о проблеме с мужем. Я пригласил их обоих. Я просто не стал отвечать по телефону, пригласил их обоих, поговорил с ними обоими. Ну, наверное, минут 40 мы сидели, говорили. В конце концов они ушли, и спустя какое-то время
я встретил эту женщину, и она меня благодарила, что с тех пор у них проблем не было. Контингент слушателей национального радио весьма разнообразен. Это и пенсионеры, и водители. Но самые активные слушатели – женщины. Большинство вопросов и звонков приходят именно от них. Поскольку в мечети собираются в основном мужчины, то ответы на все интересующие вопросы о религии женщины могут узнать на волне 88 FM. Задав вопрос, мы можем быть уверены, что мы получим точный ответ, который основан на доказательствах. Вот сейчас там начали изучать, я вот пару раз слышал даже, Коран изучают, да. Очень даже, это все нужно людям, в первую очередь нам, мусульманам, это в первую очередь нужно. Ахмед Ангиев считает, самое главное, чтобы молодое поколение имело правильное представление о своей религии. Для этого он прилагает все усилия в своих эфирах. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.